W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Choć średnio wspominają wszystkich naszych bliskich, pamiętnych, wiernych pamiętnych, tych, za jakich my молимся, ale tak samo i tych, про які, може, не пам'ятаємо у молитві, але як почуємо у святої імши, в кожній молитві евхаристичний костюм охоплює їх молитвою. Тих, хто заслужив цей вінок слави, хто перейшов з цього світу до наступного. Вітаю на цій святої імши усіх святих, які були так само. Бо святий виводяться, наприклад, чоловік помирає, а потім становиться святим. Мы тут все человеческие у нас, якія ёсць, якія прыбылі вельмі рады, што прынарадзіліся, так само пры алтары маем траіх святых, так само міністран Дамінік Савіо, так само хороший надзел толькі ўсё, больш там нічога тут не трэба. Так што все святыя прыходзяць, каб нас не толькі заступніцтвам сваім церагчы, але даць нам радасць і веселье, нехай гэта радасць і веселье так само охопліваюць нашыя сердце. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем класть эту наисвятейшую ахвяру. Spowiadamy Bogu Всемогутному. I wam, braty i siostry, što zgraszył ja wielmi, dumkaju, słowom, uczynkam i zaniedbaniem. Moja wina, moja wielmi wielka wina. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Смилуйся над нами. Христе, смилуйся. Христе, смилуйся. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся. Пане, смилуйся. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Предвечный Боже, выслухай ласкаво наши молитвы, якие мы узносим до Тебе с верою Твоего воскреслого Сына, умоцуй нашу юнотею, что и мы разом с Твоими померлыми верниками повстанем с мертвых до життя вечного.
Wraz Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg wraz u siebie i wieczny ja. Читание книги Иова. Иов сказал отказ. О, как были записаны слова мои, как были смешаны в книге, как железным ростом с головом навеки были вырезаны на камени. Я ведаю, Откупитель мой живее, и в опошний день поднимется над пылом. Навіть після того, як скоро моя паде, я у тілі убачу Бога, убачу Його сам. Это Слово Божие. Дякуємо, Пане Богу. Мою святость и мое спасение, под мою святость и мое спасение, под мою святость и мое спасение, кого ж не бояться, плохого життя моего. Кого ж не полохаться, мою святость и мое славление. Одного я прошу, Пана, и только этого жадаю, как жить мне в доме Пана во все дни життя моего, как сузирать красного Пана и наведывать Его святыню. Под мою святость и мое славление, почуй, Пане, голос мой, коли я кричу, смилуйся надо мною и откажи мне. Буду шукать своего обличия, Пане, не ховай от меня своего двора. Под мою святость и мое славление, верю, что бачу, как приду Пана в Украине живым. Сподівайся на Пана, будь мужним, нехай воцується серце твоє, сподівайся на Пана. Под мою святость и мое славление. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, тепер Христос воскрес з мертвих, першинець сярод тих, які заснули. Покольки праз чоловіка прийшла смерть, гэтак праз чоловіка і воскрешення мертвих. Бо як у Адамі усе помирають, гэтак і у Христі усе будуть оживлені. Кожны у свой час. Першы Христос, потом тыя, хто належить Христу падчас прыйсця ягонага. Конец настане тады, калі ён перадасць валадарства Богу і Айцу. Бо трэба, каб ён валадарыў, аж пакуль не пакладзе усіх ворагаў пад ногі свае. Як апошні вораг будзе знішчана смерць, бо ўсё паклаў пад свае ногі. Калі ж сказано, што ўсё падпарадкавана яму, то відавочна, што за выключэннем таго, хто падпарадкаваў яму ўсё. Калі ж усё будзе падпарадкавана сыну, тады і сам сын падпарадкуецца таму, хто падпарадкаваў яму ўсё, каб Бог быў усё ва ўсім. Гэта Слово Божие.
гадзіны, і цемра ахінула ўсю зямлю аж да 9 гадзіны. Сонца зацьмілася, і заслона ў святыні разарвалася пасярэдзіне. І Езус закрычаў моцным голасам: «Ойча, у рукі твае аддаю дух мой», і сказаўшы гэта, сканаў. І вось чалавек па імені Юза з Арыматэі, горада юдэйскага, нарадчык вялікай рады, чалавек добры і справядлівы, які не згаджаўся з яе пастановай і учынкамі, які чакаў валадара Божага, прыйшоў да Пілата і папрасіў цела Езуса. І зняўшы яго, захіснуў у палатно і паклаў у высечаную магілу, в якой яшчэ ніхто не быў пахаваны. У першы дзень тыдня на досвіту жанчыны пайшлі да магілы, несучы прыгатаваныя пахучыя алеі, і ўбачылі камень адсунуты ад магілы, але не ўвайшлі, не знайшлі цела пана, але увайшоўшы, не знайшлі цела пана Езуса. І калі яны стаялі у разгубленасці, раптам з'явілася перад імі два мужы у бліскучым адзенні. Напалоханыя жанчыны схілілі твар свой да зямлі, а тыя сказалі ім: «Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго тут няма, ён уваскрос». Гэта слова Пана. Pewnego razu Edison, profesor Edison, изобретатель, ехал цягніком з пункту А до пункту Б. Ну і калі так ехаў, задумаўшыся аб сваіх справах, сваіх новых вынальазках, якія там можа знайсці, да будуць дапамагаць у жыцці людскім. У цягніку ішоў кантралёр, который проверял билетики. Подошел до Эдисона, говорит: «Ваш билет». Эдисон в один кишені, другий, в третий, в четвертый. Нема, в торбу так само нема. Весь себе начинает шукать. А контролер познал, что это Эдисон. Говорит: «А, так это вы, профессор?» «Да, я». Который говорит: «Да не шукайте билета. Я ведаю, что вы 10 его маете, а их всех заусёды 10 кинули, не можете знайти». Ну и контролер пошел далее, в одну сторону, проверил билеты, за полгодины вертается обратно. Глядите, Эдисон на коленях под лавками у технику ходит. И говорит: «А на что вы шукаете билет? Вам что не потребны? Я верю, что он у вас есть». Говорит: «Ага, я не знаю, куда я еду». Сейчас это есть цель нашего життя, якое є наше життя. В якому напрямку ми зміжаємо. Чи ми пам'ятаємо, що наше життя земне, воно має свою цель? Що ми колись сели у цягнік нашого життя, в який нас Бог посадив, дав нам білет. Этим білетом є наш хрест, який ми отримали. І ми, їдучи, можемо його згубити. Але погляньте на це, Едисона не шукав. Хоч це правдна історія, не придумана, як я сказав. Але вона вельми добре пасує до питання, які є цель моєго життя. І чи, їдучи з цим білетом християнства, чи я випадково не зловив, а я зловив, чи я прийму поставу Эдисона, как знайти билет и наново открыть Пана Бога. Наново открыть Пана Бога. И мы сегодня туда збираемся в этой святыне, как показать тых, хто гэтага Бога знайшоў. І яны не толькі яго знайшлі, а так само яго пакахалі над усё. Некаторыя аддаючы сваё жыццё, але некаторыя ведучы сваё звычайнае жыццё у сваіх абавязках, у сваіх турботах, у сваіх несчастьях. Так, запрашаю сюда детей, которые переоделись за святых. Будем по одному слову только с вами выменю, кто за кого переоделся. На початок, может, распочнем с министрантов. Ходи сюда, Артем. Так. Ходи сюда, Артем. Меньше возьми. Ну, чтобы это без мяча. Добро. Так. Ты за кого переобранулся? Подобный? Да, махни мячом.
Tylko nie pomnij o diabłach. Kapitułów czekali odciudowa. Dobra. Jak długo robił ten strój? Długo? Długo, no długo robił strój. Dobra, super. Верни się na swoje miejsce. Następny, kto tam przyjdzie? Marian chodzi. O, dzieci, patrzcie, что to для меня принес подарунок якийсь. Ну, Marian, ty za kogo переобращался? Карл Акутис, да. Пам'ятаємо, недавно канонізували хлопчик, який у малому возрасті справді віддав життя, але маючи 8 років, реально вже приступив перший раз на Святої Комунії, бо ведав, що вона така. І створив шмат сайтів різних, які дійничають по сьогоднішній день, і з їх так само користають, які у різних новочастях показують, де відбувся який цуд. Что еще можно сказать об Карле Акутисе? Знаешь что-нибудь? Карл Акутис был звичайним хлопцем. І он вельми любив комп'ютер і футбол. Вельми добре. Футбол, компьютер. У компьютера говорим, не гулял, дети, не гулял, не читай, не скачал, не знаю, что называется. Майнкрафт, ага. И тут говорят, что не Майнкрафт, нет. А и тут говорим, створал сайты, сторонки разные, да? Добре. И, конечно, помер у малого возрасте. Дякую тебе. Не будем полностью историю рассказать, бо это не был наш сенс, это встреча. Але ты подготовился, ведаешь, познал, и мы так само познаем Карла Акутиса, Лосион Калилацка. Так выглядел. Досить чуть-чуть старший був, коли помер, але помер з радістю для Христа. Дякую мені, і комп'ютер може ставити цензуряного і вернутися на місце. О, маємо тут професора якогось. Може, то Едісон приїхав до нас. Жузеппо Маскальци. Жузеппо Маскальци. О, да. Что можешь два слова про его имя сказать? Возьми микрофон. Одночі він врятував усіх хворих під час верження вулкана Везувій, рискуючи своїм життям. О, бачите, коротко и ясно, да, такие. Вы это знаете, кто именно был подобный? Лекарь, профессор-лекарь, науковец, своим життем ризикуючи. Сколько он годов умел, коли помер, ты не едешь? Я тоже нет. Дякую, великий. Можешь вернуться на свое место, супер. Так, кто наступный? Кто хочет себя подвести? Когда мы приглашаем принцессу? Ты по мне королева, якаясь там Кракова. Я Святая Барбара. О, Святая Барбара. Так. Святая Барбара. Что можешь сказать еще? Знаешь что-нибудь про нее? Я родилась в третьем столетии, и я родилась в семье поганцев, но когда я стала старейшей и приняла хрост, и її батько був вельми злий і віддав людям, які другие здійснюють. Так, ёсть, отдав людям, які здійснюють. Святая Барбара з'являється опікункою тих, хто працює в шахтах. У шахтах вона з'являється головною опікункою тих людей. Як довго строй ти робила, ти що тут крутила? Я вчора робила корону. Целый день корону только робиш, ну да. А то вже про остальное не будем спрашивать. Дякую, великий, добре. Вернись на своє місце, ще не розпранаємося, бо ми ще зробимо тут потім супольний фотоздимок. Так, маємо принцесу наступною, сестра законная. Святая Тереза Калькутская. Алькут, так, есть, добре, Святая Тереза. Можеш слово что-нибудь сказать про неї, или больше ничего? Давай. На самом деле, Святую Терезу называли Агнец Конча Бояджи. И она родилась в Скопье 26 июня 1910 года и умерла в 1997 году. Так, есть. И чем наиболее занималась? И она помогала хворым, бедным и... Добре. Все правильно. Хворым и бедным. Правильно, молодец. Молодчинка, сестренка, что ты пришла на нас наведать с неба и вернулась сюда. Я верю, что скоро полетишь туда, милосердно святую жнить. Дякую, великий. Наступный кто? Запрошаю.
О, кто-то поглядел за сторону и сказал Батман. Но нет, это не Батман. Я Андрей Баболя. О, Андрей Баболя, це правди. Ну да, что можешь, знаешь, что здесь говорю? А ничего больше. Дед Андрей Баболя помер за веру. Его мучили, как он отрекся от веры, але он выбрал веру. Так, есть. А яшчэ он был святаром у розных городах. Так, есть. И помер туда на Пинщине, отдал свое житё. Страшная смерть. Вырезали, только он был ксенц, вырезали на его скуре орнат и стянули скуру в такой способ. И там, где орнат, там не было скуры. Так что так, смерть была страшная, але зато довела его мученицкая до святости никакой. Тело его не раскладалось и не раскладается по сегодняшний день, не бальзамируючи. Все дякуючи святости, яку йому признав. Кто еще запрошаю? Так, ось. О, пригожунька якая, ходи сюда. Ты кто такая? Дева Мария, Мать Божия. Вау, пригожа. Як довго ти робила? Это може мама тебе допомагала? Да. Так, о, пригожа ти виглядиш. Дева Марія, дякую тобі великий. Деву Марію, ми тут все побачимо. Ось нас це справне, ну фігури этой. Что там такое? Кто еще не соромится? Кто не соромится? Коллега соромится. О, ходи сюда. Сестренка, еще якась сестра законная с ордену монахинь старших. Ну, рассказывай, что можешь сказать, расповедать. Я святая Екатерина Сиенская. Святая Екатерина Сиенская родилась в 1347 году и жила 33 года. Она была 24-м ребенком в семье, и она была доминиканкой. Так есть. Сиенская Катерина, вписанная у канон Святого Писания, у первом каноне, и она узменяется, czyli вельми великая, святая. Молодец, пригожа ты обранулась, костюм так само пошла. Уже не снимай, уже потом, и когда ты пойдешь у закон, ты уже маешек нашла. Понадобится, да. Дякую великий. Кто наступный? Ой, ще одна. Тут это уже принцесса Касти. Я святая Эмилия Кисарийская. Святая Эмилия Кисарийская жила в IV веке. Она родила 10 детей. Вся ее семья вела благочестивую христианскую жизнь. Добре, не турбуйся, нам не треба нам всю історію розказувати, знаєш. Ой, пробачте, будь ласка, тут святость твою зніму, як вона осталася на місці. Вельми пригожа, вельми стройна, так само. Так, що нам ще треба було б розказати, або що би ще розпознати? 5 из ее детей стали известными святыми. Василий Великий, Григорий Низкий, Петр Севастийский, Макрина Младшая и Блаженная Феосифия. Я их всех не знаю. Ты правильно чи неправильно сказала? Ні, признаюся, без чистым сердцем. А ты як свое имя маешь? Илья. За себе переоделась. Много не треба было думать. Молодец. Супер. Наступний хто? Дякую, великий. Я святой Доминик Савел. Он родился в 1842 году в Италии. Его празднуют 9 марта. Добре. Савіо, Домінік Савіо так само з'являється заступником служби літургічної алтара. Всіх міністрантів. Так. І він мальчик маленький, отдав своє життя, конечно, захворел хутко и помер у небаве. Ну что зробиш? Дякую, великий, дякую. Можешь вернуться на свое место пока. Так, кто еще має отвагу прийти сюда? Ходи. Туда будем распознавать, кто это такая. Кто ты такая? Мать Тереза Скаликова, ты тоже? А его другая. Мать Тереза другая. Мать Тереза моя мать святых. Есть от крыжа, есть сестра Терезка от Иисуса маленького. Так что от святых Терезов есть мать. Ты? Да, ты, мать Тереза Скаликова, так само, уже маем век сюда прошли.
в двух постатях. Классно, молодец. Дякую, великий. Можешь вернуться на свое место. Так, кто себе там ховается, не хочет, нет? Соромится? Идем тогда. Идем. Идем. Скажи, я. Не скажу. Сами распознайте. Ну, я знаю, що ти шмата людей не так досконало. Ты святая Моника! О, ура! Вот это и есть святая Моника, молодец. Святая Моника была сестрой законной. Так, может и так, я не знаю, не памятаю, что договора. Треба было мне припомнить. Добро, все нормально. Никто не говорил, что треба где выходить представлять себя. Так, кто еще не соромится сказать что-нибудь, признаться до чего-нибудь, каких-нибудь святых, зрадить надел? Никто? Добро, ничего, все страшного. Дякую великий вам. Те, что соромятся. Так само вам дякую великий, что вы приготовились. Ну и потом после святой уши. Всіх запрошаємо, не тільки тих, що родилися, але й всіх гостей до нас туди на гульні і забави, а так само на почастунок якісь когось кабана пожаримо. Ну, банан половину вже з'їв. А останні ви знаєте нашу віру, одного Бога, а і ця усіма буде. Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, первопричины веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, сядет пророчий Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померных. Якого даст не будет конца, веру Духа Святого, Слава и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, признаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешення померлих, і життя вічного в будущем світі. Про Ісуса Христа, який перемог смерті, хоче привести усіх людей до хвали у воскрешення. Доверим Богу наши просьбы, молимся в Святый Костел, как Он, уделяющий святых сакраментов, вел людей до нового життя. Тебе просим. Молимся за померлых святоров, законных сестер, братов, как мы могли наследовать своим життем и стать отримали узнагороду в небе. Тебе просим. Молимся за наших померлых батьков, родных, добродеев, за всех, за кого мы обещали молиться, как дякуючи Божьей милосердности, они были долучены до шерогу святых. Тебе просим. Молимся за нас тут присутных, как мы были вольны от земных уподобаний и шукали вечных коштовностей. Тебе просим. Боже, брат, заслужить Твоего единородного Сына, выслухай наши покорные молитвы и будь милосердный для всех померлых верников и прими их до своего благодарства, любови и спокою. Брат Христа, Пана нашего.
мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Panie nasz Boże, ględ na skalach wiarne навеки, мы Тебе приносим, и а усіх померлых верников примем славу Твоего Сына, с яким нас єднає эти великий сакрамент любови, праз Христа Пана нашего. А с вами І з Духом Твоїм, Богу серцеві, Усосі Дякуєм Пану Богу нашому. За правды возможна и справедлива, слушна и праведна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый воинче всемогутный вечный Божа, раз Христа Пана нашего, бо и Он один и принял смерть, как нас всех выбавить от смерти вечной, и сам отдал свое життя на крыже, как все люди могли жить с Тобою на веки веков. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе, с радостью скликаючи. Святий, 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 всемогутний, небо і земля, повія хвали, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Благословенный Бог, кто приходит в имя Пана. Хосанна, Хосанна, Хосанна на вершинах, Хосанна на вершинах. Zapravdy Bože, Ty święty, krynica усянакай святости, тому в єдності з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес и послал на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти эти дары Господь Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Вярите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich i znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każuczy: «Wierzycie i pijcie z jego все, bo to jest kielich w krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаю сесть Твою Иисус, вызнаю Твое воскресенье и шагаю Твою землю. Ustawiając śmierć, znowu
powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich spełnienia, dziękuję Ci, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каждый из нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Panie, про Kościół Twój, рассеянный по всем свете. Удосконаля в любови разом с Папом нашим Львом, Biskupом нашим Józefem i усім духовенством. Пам'ятай, так само про братов и сестер наших, які пастули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з этого світу, і дозволь їм убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом, другим, сестрой Фаустиной и всеми святыми, які с веку подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, брат Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобе, Божа Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша и хвала, разу все веки вечные. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от всякого слова, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам, как мы завсёды, вольны от греху и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и причтя Пана нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, яхай завсёды буде с вами. Передайте ближнему знак супокою.
Ось порадок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Просим Тебя, добрый Отче, учеников и все померные верники, за яких мы слали Тебе пасхальную, ахяру, вошли у володарства Твоего светла и спокою. Раз Христа Пана нашего. Объявы 4 листопада во вторник славі святого Карла Барамея, бискупа, 9 наступную неделю свята Кадарина посвящения Латеранской базилики. 2 листопада у неделю, сегодня 18 године будут прочитаны все померлые, записанные в выпоминках, в интенциях и померлых от 1 по 8. Каждый вечер у 19:00 отправляется святая имша, а после имши с 3 по 8 так само в каплице на божество за померлых. Раз увесь месяц листопад, от 3 листопада будем молиться на ружанцы за души померлых, написанных в выпоминках. С 1 по 8 можно отрымать полный отпуск за побожное наведение молитва и молитву за померлых. Отпуск можно охеровать только за померлых. Каждый день можно закопать одного. Коли кто-то не знает, за кого-то можно оставить этот отпуск Пану Богу, и он разберется, кому какой душе послать ваши молитвы. Сегодня отбывается бал всех святых, после святой имши. Запрошаем детей, молодь, так само батьков, у дом катехатичний на ліс там буде і забава, і почастунок. Дякую особливо батькам, які заангажувалися, підготували своїх дітей до сьогоднішньої зустрічі, заявили якісь строї, сказали, що нам всі називаються ці святые. Так, у такий спосіб ми познаємо, що Костюл він не тільки гэтенькі вандрує, а й познаємо, що ми вандруємо до гэтага Костюла, який у радості живе, і у сапраўднай супакоі, тому що пребывая тваром у твар, самым створителем Богом лицом. Сегодня, 2 листопада, святые так само наведают могилки. Я у 15:00 поеду на Козыровские могилки. Сустракаемся при головном уходе. Это другие Германовские загулок. Больше подробязный расклад. Здесь святые находятся на могилках, находятся на мосты объявов. Адорация Пана Єзуса на святейшем сакраменте с 14 до 19. Дякую за дарование удобу святыни, за праву литургичную, спев, прибирание каплицы, так само тем, кто дежурил. Помолимся за тех, кто на этом тижні святкує день народження, іменини, юбілей, хто чекає народження дітей, за добродію оферодавців, а так само за кожного з нас, віддаючи під опіку Матці Божої, Твоєї обороні віддаємося. Нашу Владыку, и обращай молитву нашу, и от себя
коли злой приходить, вибавляй нас завсюди. Панна Твоя і благословена, о Пані наша, опікунка наша, совершенниця наша, Ти заступниця наша, Сином Своїм нас поєднай, Сину Своєму нас доручай, Сину Своєму нас отдай. Добре, што вы ёсць, што прыходзіце пасля благословлення. Запрошу сюда усіх святых, які оператились, каб вы зрабілі супольны фотоздымак, добра? А в гэтым часе хор будзе спяваць, і мы разам таксама з імі будзем праслаўляць Пана Бога за прыгоду, які нам падараваў. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Идите в свободе Христа. Святый Архангел Михаил, ведавший нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і власне Бога Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть снують по світі. Амінь. І ще помолимося во всіх інтенціях Святого Айця, бо сьогодні не обов'язково йти на молитву, отримати відпустку, а забобожне навідування каплиці, костюла, можемо отримати відпустку, який можемо ахвірувати за когось померлого, подумаємо, за кого можемо ахвірувати сьогоднішню відпустку. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Віру в Бога Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його, єдиного Пана нашого, який був зачатий до Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтськім Пілаті, укрижований, помер і був похований, зійшов до тварі на третій день, воскрес померлих, зійшов на небо, сидить праворуч Бога Отця Всемогутнього, оттуль прийде судить живих і померлих. Святый Костел католицкий, верность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Прощай, святий Дух. Нехай буде похвалено. Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай
нехай будет похвален, наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай будет похвален, наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Усіх діток запрошаємо сюди до мене. Сюди. До мене не бачать. Усіх. Усіх діток, які сьогодні прийшли, запрошую сюди до мене. Можна присісти. Усіх чекаємо, запрошаємо. Щоб я вас видела, бачила. Добре. Усі? Хто ще там на вулиці, дітки, так само сюди запрошаємо вас у костюм, внутрь. Итак, все, я надеюсь, кто нет, того мы подождем, кто подключится. Мы сегодня с вами отправимся в путешествие. Договорились? У нас будет путь юных наследников света. Вот. Много-много веков назад святые, в которых вы сегодня нарядились, они помогали людям, находили добро, свет и любовь. И сегодня они оставили для вас какие-то тайные задания. Вот. И вам нужно будет пройти все их испытания, собрать все лучи света, которые они вам дадут, вот, и получить приз. Все очень просто. Да, я все покажу. Так. Готовы? Согласны? Супер. Покажу, что у вас будет. Первое, что у вас будет, вы будете получать вот такие лучи света. Вот. С каждого испытания. Ваша задача пройти 5-6 испытаний и получить, получается, с каждого по такой штучке. То есть у вас будет 6 таких лучиков. Запомнили? Да. Супер. У вас будет 3 команды. Мы сейчас вас разделим на целых 3 команды. И у каждой из вашей команды будет карта. На карте отмечено